Большом концертном зале сегодня особенная атмосфера. В праздник мужества и отваги, силы и преданности в зале защитники Родины, военнослужащие, ветераны боевых действий, участники СВО. Те, кто не понаслышке, знает, что значит стать на защиту своей страны за верность отчизне, самоотверженное и бескорыстное служение Родине. Их благодарит Раис Республики. Сегодня под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина наследники славного поколения победителей, среди которых немало наших татарстанцев, отважно сражаются за будущее России в ходе специальной военной операции. Уверен, победа будет за нами. Рустам Минниханов подчеркнул, этот всенародный праздник воплощает в себе славную историю великих побед нашей страны. В республике многое делается по увековечению подвигов героев Отечества. В числе приоритетов патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, чтобы укрепить ответственность за Родину. Скоро состоятся важнейшие политические события. Выборы президента страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Это решение на многие годы вперед определяет судьбу нашего государства. Убежден, многонациональный народ Республики Татарстан сделает правильный выбор во имя процветания России. Молодежь должна воспитываться на героических примерах наших защитников, отметил Раис. Сегодня многие из них были удостоены высоких государственных наград. Медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан Рустам Минниханов вручил Андрею Сарбаеву. В 90-м он окончил Казанское танковое училище. Офицер запаса. В ноябре 22 года призвали по частичной мобилизации. Пошел, не задумываясь, говорит, давал присягу Родине. И это его долг. Очень интересная история получилась. Где вот сейчас мы выполняем задачи СВО, 80 лет назад также воевал мой дед. То есть по тем же самым местам. Это крайне интересно. Так что 80 лет спустя приходится выполнять те же самые задачи, освобождать нашу Родину от фашизма. Ильфак Зулькарнаев удостоен такой же награды. Он имам хатыб мечети Ихлас в Чистополе. На СВО офицер психологической службы полка. Поддерживает бойцов в тяжелые минуты. Понятие «любовь к Родине», она связана с нашей религией очень плотно, очень сильно связана. Потому что вот мы когда даем присягу, на верность своей Родине. По мобилизации призвали, мы без никакого колебания пошли защищать. Игорю Люкшину сейчас 60 лет. Говорит, мог и не идти на СВО из-за возраста, но не смог поступить по-другому. 30 лет отдал военной службе, занимался военно-патриотическим воспитанием в кадетской школе Набережных Челнов. Сейчас участник спецоперации. Защитник Отечества – это человек, который не выступает на митингах, а когда в трудную минуту что-то случается, практически своими делами, то есть ты берешь и идешь и делаешь. Государственные награды России и Татарстана сегодня получили 17 человек. Орденом мужества Айнура Шарафиева наградили посмертно. Награду вручили жене Гульчачак Шарафиевой. Рядовой Шарафиев Айнур Салманович. Сегодня весь день здесь звучат патриотические песни. В холле БКЗ выставка, на которой можно увидеть, как менялось оружие, форма и снаряжение военнослужащих от Первой мировой до СВО. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.